Добрый день! Сегодня у нас гратаж. Техника выскребывания или царапания называется. Для гратажа нам необходимы восковые мелки. Бывает разных видов. Можете такие наборы взять. А также, если у вас нету восковых мелков, то можете использовать акварель, а также масляную пастель. А если у вас только гуашь, можете просто взять набор гуаши. И обязательно нужно вот такую свечку купить, чтобы потом пройтись, чтобы наша зубочистка скользила по поверхности. Давайте начнем. Сегодня 5 января. Берем наши мелки. Можете разных оттенков взять. Только, пожалуйста, черные не брать, потому что мы будем потом закрашивать фон тушью, либо черным цветом, то есть, точнее, гуашью будем закрашивать. Берем несколько ярких оттенков. Можно взять очень яркие, голубые, зеленые, фиолетовые. Можно еще красные взять. Такие оттенки, как черный, коричневый, немножко не видно будет, поэтому берем такие яркие. И начинаем. Можно вот совсем, не обязательно 18 цветов, можно и маленький набор взять. Примерно вот столько цветов достаточно. Алиф, вопрос в чате. Подойдет ли обычная хозяйственная? Дома есть только Да. такая свеча. Да, подойдет. Подойдет, Татьяна. И еще обязательно нужно подготовить фен. Фен обычный, домашний. Если нет фена, то можно просто приложить к батарее и высушить там. Или можно просто взять листок бумаги, просто вот так продуть. Туда быстрее высохнет. А также берем обязательно зубочистки. Можно взять перо, а можно просто, если у вас шариковая ручка, уже нет там чернила, то можно и так ручкой выскребывать. А также некоторые берут такие китайские палочки, точат, острый конец делают и этим выскребывают. И также обязательно нужно вам подготовить кисть. Тем больше, тем лучше, чтобы потом закрашивать в один цвет. А также можете, не обязательно большая кисть, если большой кисточки нет, можете такую маленькую кисть. Так, давайте начнем. Можно с любого угла начать, не обязательно с какого-то угла. То есть мы должны прокрашивать полностью, не оставляем белого листочка. Можно много цветов сделать. Надо очень плотно закрасить.
чтобы белой бумаги не видно было. У кого акварель, просто немножко извините, пропадает немножко. Мгм. У кого у нас акварель, обязательно берете воду немножко, только сильно не мочите. И тоже цветом проходите с разными. А потом сверху свечкой пройтись нужно. Только очень плотно. Если у вас крошится, ничего страшного. Просто можно продуть или просто вот так поударять и свечки сами отходят. Наша задача полностью закрыть красками и воском, чтобы наша зубочистка скользила. Немножко зеленого цвета добавим. Края тоже обязательно нужно хорошенько прикрасить, чтобы скользила зубочистка. Бордовый цвет возьму. А нет, это красный. Мгм. Если будут вопросы, обязательно спрашивайте.
Обязательно здесь швы смотрите, чтобы не было пропусков. Немножко можно желтым пройтись по швам. Если там будет просто чистая бумага, то у нас воск не будет, то есть зубочистка не будет скользить, будет постоянно где-то останавливаться. Нам нужно, чтобы плавно скользило. У меня немножко тормозит, да? Ага, вопрос появился от Татьяны. На границе цветов они у меня смешиваются. Ничего страшного? Спрашивает Ничего Татьяна. страшного. Мгм. Мгм. Так и должно быть. Если у вас Краски. есть вопросы, да, пишите в чате, мы будем так периодически читать. Спасибо за вопросы. Спасибо за вопрос. Я сейчас проверю связь, потому что у меня интернет тормозит. Немножко подождите, пожалуйста. У вас не видно на другом, вы камеру выключили, да, специально? Это у меня 2 камеры. Мгм. Немножко тормозит, да? Нет, вот это, вот с натюрмортом все в порядке, а другой камеры не видно. Ну, если, ну, может, ее и не надо, чтобы видно было. Ну, можете иногда включать, чтобы вас тоже видели. Сейчас попробуем перезайти. У меня вторая камера не хочет открываться почему-то. Хорошо. Продолжаем.
Не обязательно использовать хозяйственное мыло. Можно еще жидкое взять. Я немножко сильнее надавливаю, потому что поэтому у меня восковые мелки ломаются. А если у вас восковых мелков нету, а также других, ну, допустим, гуаши, если нету, да, акварели, если нету, или вот масляных других красок, то можете взять карандаши. Карандаши могут быть такие цветные, либо просто взять воск и просто пройтись по белому листку, а просто оставить вот эти белые части можно. По идее, можно белые части оставить, если у вас отдельно свечка есть. И тоже закрасить. Тогда у вас немножко где-то белым будет. Можно попробовать по-разному. Это очень интересно, очень яркая картинка получается. Старайтесь белые пятна тоже закрасить. Когда вы вот так быстренько закрашиваете, то у вас белые пятна остаются. Поэтому старайтесь очень плотно красить. Если у вас краска смешивается, ничего в этом плохого нет. Наоборот, интересно будет. Обязательно нужно бумагу для черчения взять, потому что такая бумага плотная и гладкая. А если вы возьмете бумагу для акварели или для гуаши, то у вас получится, что скользить не будет, потому что там поверхность немножко рифленая или такая пурчатая. И получается, что каждый раз, когда вы будете выскребывать, у вас будет застревать.
Поэтому обязательно нужно гладкую бумагу или ватную. Вату нам тоже подходит. Вот и теперь, кто все закрасил, смотрим, да? Вот немножко здесь видно, что немножко просвечивает бумага и нет воска, да? Что мы делаем? Берем какой-нибудь яркий цвет и немножко вот эти закрашиваем места. Так закрасили. И обязательно нужно убрать остатки. Немножко постучали. Можно тряпочкой так сделать. У нас такая интересная картинка получилась. Мгм. Все успеваете? Все получается? Мгм. Теперь убираем наши мелки. Мне больше не пригодятся. Теперь, что нам нужно? Обязательно подготовьте воду, тушь либо гуашь. У меня гуашь. Кисточка нужна. Можно мыло взять обычное, можно хозяйственное, можно жидкое мыло. И подготовьте палитру. Или не обязательно. Можно взять крышку, намочить чуть-чуть кисточку и оттуда немножко взять мыло. Сильно много воды не надо. Берем гуашь. Можно прямо на крышечке сделать. Если просто мы гуашь возьмем и начнем закрывать нашу картинку, то у нас не будет ложиться краска. Поэтому обязательно берем мыло.
Вот так вот. Хорошенько намыливаем. Смешали. Если у кого не получается, можете попросить взрослых, чтобы вам помогли закрасить нашу картинку и смешать. Тоже черную краску немножко побольше берите. Если сильно много мыла будет, то получится, что, возможно, при высыхании немножко будет белесость. Поэтому старайтесь не так много мыла брать. И закрашиваем полностью черным цветом. Воды тоже не нужно слишком много добавлять. Если у вас гуашь высохла, то обязательно туда добавьте воды немножко. Немножко смешайте и подождите. Либо можно кисточкой пройтись. Видите, как хорошо краска ложится с мылом. Старайтесь комками не ложить, чтобы очень гладко было. Вот эти немножко смягчить надо. Если краска, еще краску немножко возьмем. Опять же мыло добавим. Смешали. Желательно делать 2 слоя. Если просвечивает, немножко еще добавьте краски. Мгм. Все. Вот так у нас
комочки чуть-чуть у меня есть. Можно чуть-чуть убрать эти комочки кисточкой. Берем наш фен и сушим. Мгм. Проверяем. Чуть подождем еще немножко. Мгм. Немножко. Вот. Немножко блестит. О, высохла бумага наша. Берем обязательно зубочистку. Вот такую. И листочек бумаги. Это может быть любая бумага, может быть салфетка. Это нужно для того, чтобы не марать нашу картину и не оставлять следы. Вот так где-то, если мы хотим верхнюю часть начать рисовать, выскребывать, то вот так мы ложим нашу руку. Убираем. Можно вот так. Вот так. Включила, да, уже? Да. А где тут дырочка? Просто говоришь. Алиф, Да? Алиф, ты можешь немножко подождать? Мы только мелками. Хорошо. Мы потом скажем, ага, когда. Ага. А ты пока иди на отдых. Ага. Тоже хочу рассказать. В конце, прошу всех остаться до конца, потому что в конце я немножко расскажу про конкурс. Ой, какие молодцы. Нет, от нее звук. Я вас хочу рисовать. А еще громче нельзя сделать? Погромче говорить.
Я вас не слышу. Я звук доброго почина отключила, да? В чате есть вопрос такой. Татьяна спрашивает, у меня картинка белесая получается, мыла много, да? Сверху без Мыла мыла много, можно гуашью да. покрасить. Если слишком белесая становится, то это вы переборщили чуть-чуть с мылом, либо мыло с чем-то, с содержанием там крема или чего-то может быть. У меня обычное мыло, банное такое. Немножко Был, да, могу сверху гуашью еще закрасить, спрашивают. можно, да. Вот как раз сейчас можно еще докрасить, подсушить, пока вот другие собираются, те, кто очно пришли. Хорошо. Можно, по идее, 2 слоя делать. Но чересчур густо тоже нельзя делать. Тогда будет тоже похуже выскребываться. У меня немножко, у меня, по идее, 2 слоя получилось. А можно просто 1 слой сделать, высушить, и еще 2 слой сделать. Но это не обязательно. Можно сразу 2 слоя сделать. Вот смотрите, это моя бумага, немножко белесость есть или нет? Вроде нет, но немножко блестит. Вот так вот. Ну, вроде белесости нет. Даже если вы подсушили феном, все равно немножко надо подождать. Не сразу начинать. Если есть какие-то вопросы, вы можете задавать, можете включить даже микрофон, видео, да, или в чат написать. Мы вот вопросы передадим. Ну, всем участникам, кто сейчас онлайн. Вопрос в чате тоже спрашивают. Можете рассказать про технику закраски с жидким мылом? Как это делать? Еще раз, можете рассказать про технику закраски с жидким мылом? Как это делать? Хорошо. Они по-разному поднял. Я говорю, Берем немножко макать в воду. Много воды не берем. Берем мыло, намыливаем. Вот так намыливаем. Добрый почин, вас очень слишком слышно. Если у вас вопросы, вы можете задавать, но пока можете отключить, потому что тут вас, мы слышим вас. Ага, все. Берем гуашь, смешиваем. Вот столько гуаша берем 2 раза.
Смешали хорошенько. И начинаем закрашивать. Если очень много мыла взяли и воды, еще добавляем гуашь. Вот так держим кисть. Немножко вверх идем, потом вниз. Краска заканчивается, берем снова краску. Несколько раз прохожусь, потому что неровно получается. Алиф спрашивает именно про жидкое мыло. С жидким А, про мылом как жидкое все мыло, это делать? Оно же извиняюсь. жидкое. Вот технику Жидкое именно мыло, когда закраски жидким мылом. Да, хорошо. Когда жидкое мыло берем, обязательно так много не надо брать. Если у вас вот немножко, где-то вот столько краски, тогда берете чуть поменьше мыла. То есть, получается, водой не пользуемся. Чисто жидкое мыло. Один раз нажали, и все, этого достаточно. Если краска заканчивается, тоже снова так. Один раз нажимаем, и туда гуашь добавляем. И смотрим консистенцию. Если сильно водянистая, то больше гуаши добавляете. Но если, вот, если посмотреть, здесь не видно, да? Ну, еле капает. Вот так должно быть. Вот, еле капает. Вот такая густота нам нужна. Не сильно густая, не сильно жидко. И попробуйте. Если у вас краска ложится хорошо, то это достаточно. Если краска не ложится и какие-то вот такие пузырьки появляются, то недостаточно мыла. То есть краска отходит в сторону и не ложится. Тогда это недостаточно мыла получается. Тогда еще немножко мыла добавляем. Тоже делаем это на глаз, пробуем. Это уже у меня третий слой получается. Но слишком много слоев тоже не надо делать. 2 слоя будет достаточно. Спрашивают, будем ли пользоваться еще кистью? Нет, не будем пользоваться. Можете уже смело убирать. Вопрос задает Надежда. Сначала закрасили гладкий плотный лист для черчения А4 цветными мелками полностью. А свечкой надо покрывать или нет воском? Если восковые мелки, то получается не надо. Если у вас карандаши цветные были бы, то тогда нужно. Спасибо за вопрос. Если вы оставляли белую бумагу, хотите белый цвет увидеть, тогда именно вот эти части обязательно проходите свечкой, чтобы там остался воск. А если у вас мелки восковые, то там нельзя.
Я сейчас руки помою и подойду.
Вот. Наша бумага высохла. Можно уже брать гуашь и палитру нашу. Сейчас начинаем самую часть. Мы будем процарапывать наш рисунок. Сегодня мы рисуем на тему Ланхо очень красивую лошадь. В национальной одежде. Здесь у нас получается есть лошадь. Немножко камня будем прорисовывать, облака, а также немножко техник травы покажем, да? И можем немножко еще шерсть нарисовать. То есть у нас сегодня графика будет. И чатрак нарисуем, да? Очень красиво будет. Все готовы? В гратаже вы не должны ошибаться, потому что если вы сделали неправильно, то так у вас и останется. Можно, конечно, повторно гуашью закрасить, но это лучше это не делать. Даже если у вас немножко по-другому будет, ничего страшного. Самое главное — научиться технике. То есть мы должны, ну, конечно, пропорции, все это я вам расскажу, но нам нужно, чтобы вы научились правильно вот эту техникой пользоваться. Берем бумагу, ложим, потому что если мы будем сюда нашу руку ложить, то у нас будет краска отходить. Поэтому лучше... Если у вас липнет бумажка, то у вас краска не подсохла. Надо чуть-чуть подождать. Начинаем. Примерно, если мы смотрим, да, от большого, если вот эта нижняя часть у нас примерно до сюда будет, то мы на глаз отмечаем нашу корку. Вот здесь земля у нас будет. Дальше смотрим. Примерно отмечаем, где у нас голова. То есть от большого к меньшему смотрим, да? Если мы отметили хвост в этой части и колено здесь примерно, то отсюда следуем, вот смотрим, да? Высота также будет практически. То есть вот эта длина и высота. Вот здесь у нас волосы будут находиться. И также обязательно держите бумагу вертикально. Кто хочет лошадь по-другому нарисовать, можете горизонтально держать. У нас будет вертикально. Вот так плавно должно получаться. Видите, какие красивые линии появляются? Здесь у нас голова будет. Тоже смотрим. Примерно длина головы вот столько.
Раз, два, три. Раз, два, три. Уменьши ручку. Нет, я же здесь отмечала, да? 17, 15 будет. Плечо. Подбородок, нижняя часть челюсти показываем. Проводим линию вниз. Это у нас шея будет. Плечи. Очень мощные какие-то рисуем. Все на глаз рисуем. Скрепываем. Где-то здесь у нас светло будет. Светло прорисовываем. Здесь у нас чуть меньше будет. Здесь у нас отмечаем где-то хвост в этой области. Ноги рисуем. Какие-то широкие. Если у вас на кончике остается воск и краска, просто убираем. Если ломается, то берем новую. Если вы немножко ошиблись где-то, ничего страшного. Все равно мы будем добавлять шерсть и немножко, может, будем где-то убавлять, где-то прибавлять. Это здесь волосы будут. Если у вас еще есть одна кисть или сухая кисть, можете убирать
или касаясь. Остатки воска с краской. Здесь тоже волосы. Можно еще что-нибудь свое добавить, потому что у нас снизу очень много пространства. Можете добавить животных, можете цветы нарисовать. Можете вместо облаков нарисовать звезды. Также отмечаем, где хвост. Скомпоновали нашу лошадь. Можем уже деталь начинать. Вот так поблизости будет. Олив, картинки не видно, второй камеры не видно вашей. Олив, вы меня слышите? Олив? Ничего Олив, не видно. Олив.
Алиф увидела, сейчас она подключит. Ничего не видно и не слышно. Алиф сейчас подключается, у нее проблемы с интернетом. Пожалуйста, подождите. Она только подключается. Добрый день. А я хотела узнать, на какой странице эта лошадка в этой книге? Из этой книги сейчас узнаю. Картинку можно в интернете найти. Извините, у меня телефон перегрелся. Я вас не слышу. Мы вас слышим и видим. Алиф спрашивает, если это картинка из вот Олонхо, на какой она странице? Можете подсказать? Так, сейчас подскажу. Так. 73-я страница. Меня слышно? Да, вас слышим. Спасибо, ага, нашла. Ага. Все успевают. Вот так у нас получается. Смотрите, как красиво. И теперь мы начинаем детали прорисовывать. Можете сами сделать красивые узоры, можете по-другому чуть-чуть нарисовать. Можно, где вот эти наши волосы, там тоже узоры добавить. Или просто красивые линии. А где фон у нас, можно облака нарисовать, можно также звезды нарисовать. Обязательно заполняйте пустоты, чтобы компоновка ваша очень интересная была, композиция. Здесь можете цветы нарисовать, или можете еще что-то другое. Здесь можно вместо камней
где-нибудь кролика нарисовать, да? Картинку вот мы отправили в чат. Вот кто хочет посмотреть в чате, вот фотографию мы отправили. Посмотрите, пожалуйста. Фото, вот, Сейчас. ага, я отправила. А у меня не показывает. Чат пустой показывает. Только зашла. Можете, пожалуйста, заново отправить? Сейчас посмотрю, почему. Сейчас я на несколько секунд сделала демонстрацию экрана, чтобы... Хорошо. Ага. Вот эта картинка видна, да? И попробую еще раз чат. Мгм. Мгм. Посмотрите, пожалуйста, есть ли фото и демонстрация экрана видна, да? Да. Мгм. Пожалуйста, напишите, фото открывается или нет, потому что сейчас мне придется экран закрыть. Видно. Спасибо, уже получили. Ага. Обязательно измеряйте ширину и высоту. Примерно делаете отметки. Затем от общего к частному идете. То есть это означает, отмечаете самые большие объемы, то есть это получается хвост, голова, где находится, где располагаются вот эти колени, что выпирает, да, вот это отмечайте и проводите линии. У вас можно показать, пожалуйста? Видно уже, ага, хорошо. В чате Татьяна написала: я не умею рисовать, и у меня лошадь похожа на единорожку. Алиф, мы вас не слышим, у вас микрофон выключен. Ам, Если у вас не получается нарисовать лошадь и получается похоже на единорога, ничего страшного. Самое главное, чтобы что-нибудь похожее было. Можно и единорога нарисовать. Меня слышно? Да, очень хорошо слышно. Спасибо. Говорят, вот у меня краски не видно, пишут. То есть, видимо, прорисовали, но краски не такие яркие, как у вас. Да? Ну вот что нужно сказать? Написали, у меня красок не видно. Видимо, недостаточно сильно надавливали на мелки, потому что когда начинаете прорисовывать, именно закрашивать мелками,
восковыми, да, это должны быть именно восковые мелки. Если это не восковые мелки, надо немножко свечкой пройтись, чтобы воск остался. Если вы мелками восковыми прокрашивали, то, может, немножко плохо надавливали, потому что очень ярко получается. Немножко воск тоже выскребывается вместе с краской. Возможно, вы очень сильно надавливаете. Попробуйте не сильно надавливать. Если у вас, вот смотрите, если у вас легко надавливается, вот. А если вы сильно надавливаете, то у вас вот так. А, нет, у меня краска такая же. Может, восковые мелки просто не такие яркие, тоже бывают. Немножко узоры делаю. У меня тоже немножко липнет бумага, да? Вот, немножко черная стала. Сильно тоже не надавливайте. Волосы можем делать так. Мелкие штрихи делаем в области колена. Если вы сильно надавливаете, то у вас немножко толстый получается. Если вы или касаетесь, то тоненько получается. Вот так. Здесь тоже показываем мышцы. Тоже волосы прорисовываем. То есть вскрепываем, да? Правильно. Старайтесь яркими мелками рисовать, потому что если вы темные мелки берете, то у вас, соответственно, не яркая картинка получается. Поэтому старайтесь ярко-зеленые, ярко-желтые, кислотные цвета очень хорошие.
где темные части, где-то вот здесь вот подбородок, да, можно просто их оставить. Покрашиваем ноздри. Лошади ноздри большие, да? Можно немножко зубки показать. Вот. Если у вас зубочистка здесь тупая стала, не острая, да, тогда берете новую. Потому что кончик ломается и не выскребывает. Можно здесь немножко узора добавить. Линии. Вот такие очень красивые узорчики. Можно стрекоз добавить. Обязательно нужно перед собой поставить картинку. Чтобы смотреть и рисовать. Тоже форму волос показываем. Можно разные длины делать. Где-то вот это
скребой с этой стороны. Побольше цвета добавить. Здесь тоже узор будет. Можем делать цветочные узоры. Вот такие вот. Тоже по форме волос делаем. Густые, пышные. Также можно сюда тоже добавить узоры на хвосте. Здесь тоже немножко волосы показать. Просто штрихи добавляем. Тем больше линий будет, тем ваша картина будет интереснее. Вот так
У нас получились линии. Можете посмотреть. Добавили немножко узоры. А здесь у нас в нижней части можете добавить все, что хотите. И сверху тоже заполняйте обязательно. Можете стрекозки нарисовать, бабочек. Спасибо. Наша картина. Можете тоже поближе просмотреть. Не обязательно делать копию. Фантазируйте, добавляйте что-нибудь свое. Будет очень интересно. Здесь можно немножко звезд добавить. Вот такие звездочки. Можно поменьше добавить. Здесь можно бабочку нарисовать. Еще добавим звездочки. Здесь у нас луна. Кружочки добавим. А здесь я добавлю цветочки. Ромашку. Цветочная горка у меня получается.
Здесь еще один цветочек. Здесь стоит зайчик. Можно нарисовать персонажей из мультфильма. Здесь будет стрекоза. Немножко колесо. И у нас получается бабочка. Здесь Божья коровка будет. Мгм. Здесь еще можно нарисовать.
Можете еще в конце поставить свою подпись. Можно с этой стороны или можно здесь написать. Можете добавить еще побольше звездочек. Ребята, обязательно сфотографируйте ваши работы и отправляйте. Все успеваете? Не терпится посмотреть ваши работы? Хочу немножко рассказать о нашем конкурсе. В конце, то есть от вас нужно, чтобы вы участвовали в каждом мастер-классе, чтобы вы подходили, или можете через Zoom, через YouTube тоже посмотреть наши уроки и нарисовать по теме Лунхо. Обязательно нужно отправить работы. Сейчас Анна вам отправит ссылку в Zoom. Обязательно посмотрите условия нашего конкурса. И еще очень много призов. И еще будет у нас выставка. Выставка в конце мая этого года. И нужно обязательно в месяц 2 раза посетить мастер-классы, а также будет конкурс либо в Инстаграме. Кто хочет получить 5000 сертификатом, именно либо в лавке художника, там набрать на 5000, можно и краски набрать, вот, принадлежности художественные. Можете, обязательно от вас требуется сделайте ссылку в Инстаграм. Это будет позже, ссылки в Zoom посмотрите, именно что нужно репост делать. И получается, если вы наберете больше 500 просмотров, и первый человек, ребенок, который это сделает, репост, да, и наберет больше 500 просмотров, тот получит 5000 сертификатов. Обязательно участвуйте. Это очень интересно. Приходите. Вот. Тоже предыдущие уроки тоже посмотрите. Нарисуйте. У нас в прошлой теме мы рисовали гуашью. Это очень интересная техника. Мы рисовали маленького рыцаря, богатыря. Вот. Обязательно. Ну, можете немножко по-своему нарисовать. И прошлый урок у нас еще мы рисовали тоже лошадь и дерево. Тоже посмотрите. Очень интересно на ютубе. Вот. И ставьте лайки. Вот Ирина вам отправила ссылку на YouTube. Обязательно посмотрите. Дорогие участники, мы просим ваши рисунки, которые сегодня вы создали, да, вот отправить нам в директ
Просто можете, если не хотите участвовать в конкурсе, просто ваши рисунки как получились, да, и мы их без вашего имени, если вы не хотите, выложим в Инстаграм. Тоже будет очень... Или вот на WhatsApp номер, который мы отправили. Также вот отправили ссылку на YouTube, вы можете вот подписаться и посмотреть другие предыдущие мастер-классы. Очень ждем ваши работы, можете сюда в чат отправить или вот попозже вот на WhatsApp или в Instagram в Директ. Будем очень-очень Или на рады почту. вашим рисункам. Эта техника очень простая. Можете еще дома повторить с семьей, научить домочадцев, ну, своих маленьких. Это очень просто. Попробуйте еще акварелью сделать, гуашью. Или просто возьмите белую бумагу и пройдитесь воском. Тоже закрасьте, не обязательно в черный цвет, можно и либо в черный, либо в другие оттенки. И тоже так же процарапывать. И отправьте, пожалуйста, ваши работы. Нам это очень интересно. Очень хочется посмотреть. Можно также рисовать портреты. Очень интересно получаются портреты. Некоторые ребята печатают, можно, знаете, как сделать? Просто на листке бумаги распечатать фотографию, например, на А4, и подложить сверху, и ручкой провести линии именно по бумаге, по фотографии. Да? То есть копию фотографии сделайте, можете дома и подложить, ну, приложить вот так, и ручкой пройтись, нарисовать, очень сильно надавливая ручкой, и убрать листочек. Тогда у вас получится портрет. Можете тоже такие портреты делать интересные. Или можете также картинки другие напечатать, приложить, сверху нарисовать и убрать. Тоже попробуйте. И оставляйте отзывы на YouTube и в Инстаграме. Если вам урок понравился, и ставьте лайки. Спрашивайте свои вопросы. А также можно использовать фломастеры. Можете яркие фломастеры купить и тоже прорисовать и сверху воском покрыть. И также можно выскребывать.
Следующий урок у нас будет флют-арт, это жидкий акрил. Приходите обязательно, это очень интересно. Будем смешивать краски и лить краски. Там уже любой цвет можете выбрать. Алиф, спасибо большое. В чате вопросов нету. Я думаю, же мы можем завершить, да? Все? Если Хорошо. вопросов нет, спасибо большое, что пришли, что посетили Zoom. И ждем от вас рисунки. Если желаете, отправьте, пожалуйста, и на конкурс. До И свидания. можете, Ирина, пожалуйста, отправить фотографии работ участников, посмотреть. Всем спасибо и до свидания. До свидания.